На кадрах вы видите мальчика, которому чуть более 2 лет. Он отдыхает со своими родителями на острове притока реки Печора, ведь родился он возле самой длинной и большой реки в республике Коми. С самого детства ему было интересно, что там, за долиной Печоры, как живут похожие на него маленькие ребятишки. Взрослея, его интерес не угасал, а наоборот, проявлялся все сильнее и сильнее. И вот настал момент, когда этот мальчик впервые один отправился в путешествие. Он увидел новые города, села и места. Он стал снимать про это свои видеофильмы. Ему хотелось запечатлеть увиденное. Его съемки стали замечать на телевидении. Его работы были оценены по достоинству. Это моя история. Чолом Донайортьяс. Вы смотрите фильм про то, как однажды мы встретились с единомышленниками, и мой маленький путь, маленькая тропинка влилась в огромную дорогу проекта «Территория Коми». В 2019 и 2020 году по воле случая я оказался в одной из африканских республик. Ну, естественно, зимнее время я отработал в Африке. И после того, когда наступила пандемия, я вернулся в Российскую Федерацию и ждал следующего возвращения. Но из-за пандемии, конечно, я не смог вернуться в Африку, потому как границы были закрыты, самолеты не летали. И куда я мог бы отправиться в этом случае? Естественно, если моя зима прошла в Африке, то лето мое должно было быть в Заполярье. И я отправился в Воркуту, где я познакомился с удивительным, замечательным и интересным человеком, таким как Руслан Магомедов. Я считаю себя воркутинцем, работали на шахте, добывали уголь. Сегодняшний день я и депутат, и предприниматель свою деятельность веду в Воркуте. Так получилось, что с Генрихом Немчиновым побывали в Херсонской области. Поговорив с ним, увидев парня поближе, познакомившись, тоже знает республику не понаслышке, местному жителю, который знает, любит свою республику, свой народ. И охотно взялся, и с этого у нас началась наша дружба. Такой наш проект «Территория Коми». На меня произвело впечатление мое пребывание в тундре. Тундра удивительная. Ввиду того, что я родился в городе на Днепре, прославленном Запорожской сечью, вокруг степи, а вокруг Воркуты и в Заполярье тундра. И вот эти бескрайние поля, вот олени, стада, чумы, удивительные люди, дети, которые живут, они, конечно, покорили меня. 3 года тому назад, будучи кандидатом в депутаты Государственной Думы, объехал всю республику. Увидел очень много прекрасных районов, сел, деревень, бескрайние поля, это деревья, там реки, озера. Это бесподобно, я до этого не знал, не видел, проживая почти полвека, и сам этого не видел, и был очень удивлен красотой республики, людьми. Настолько влюбленными в свою республику, они не собираются никуда уезжать. Сам с далекого Дагестана, и там тоже одинаковые схожести характеров, люди. Друзья, я считаю, что проект «Территория Коми» создался совсем не случайно. Расскажу почему. Это было в прошлом году, в июне 23 года. Я приехал в Москву, чтобы представить свою родную республику Коми, рассказать о творчестве, о коми-культуре. Сейчас символичный момент будет. На фестивале национальных литератур. Этот фестиваль как раз создан для того, чтобы ребята из разных регионов смогли вживую увидеться, найти единомышленников и создавать совместные проекты. Так вот, я приехал в Москву, и в это же время мой друг Руслан Магомедов тоже случайно оказался в Москве, и мы с ним решили встретиться. Он с собой позвал своего друга Сергея Анатольевича Ходоса. В это время мы с ним еще никогда не виделись и не были знакомы. Встретились мы втроем в сердце нашей России, на Красной площади, и решили создать проект «Территория Коми». Прошел год. Снято более 25 выпусков по республику Коми. Территорию Коми смотрят не только жители республики Коми, но и жители всех регионов России и за рубежом. Так
год назад в сердце России от сердца создался проект «Территория Коми». Проект о красоте и о любви к родному краю. Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко, но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.